Я персонально имел возможность участвовать и был членом оценочного комитета, который участвовал в оценке этих проектов совместно с первым заместителем Машкана господином Чабан. Хочу отметить в первую очередь, что качество предоставленных проектов на самом деле достаточно высокое. И я более чем уверен, если проголосуются за проекты, которые были оценены, которые прошли предварительный отбор, если на самом деле есть проекты, которые через реализацию которых можно достигнуть регионального развития в данном регионе. Вы видите, что многие проекты, которые были предоставлены, это проекты по развитию бизнес-инфраструктуры, что является очень важным. И мы пытались в этом конкурсе отдельное внимание уделить именно таким проектам, потому что мы прекрасно понимаем, что проекты социального значения, они тоже важны, но это не является чистым развитием. Развитие является это инвестицией в то, что принесет дополнительные рабочие места, принесет дополнительные собираемость налогов в регионе и так далее и тому подобное. То есть это является мотором экономики, в принципе, любого региона. На самом деле для нас очень важно, чтобы те проекты, которые были представлены, чтобы они были рассмотрены, чтобы они были утверждены, чтобы мы вместе с вами нашли источники финансирования для того, чтобы их реализовать, с учетом того, что давно назрела необходимость в работе регионального агентства. Мы надеемся на то, что и министерство примет решение, наконец, утвердит начальника, председателя, руководителя агентства, чтобы агентство уже могло полноправно работать и, соответственно, реализовать все эти проекты. Это 9 проектов. Первый проект – обустройство территории подключения к коммунальной инфраструктуре подъездным путям промышленного парка муниципия Камрад. Второе – оптимизация системы управления твердыми бытовыми отходами в городе Вулканеште. Третье – повышение энергоэффективности Центра здоровья Камрадского района. Четвертое – развитие инфраструктуры и подъездного пути для бизнес-инкубатора в городе Чадырмунга. Пятое – повышение туристической привлекательности региона за счет реконструкции дороги Л-639 Ферапонтика-Алдарма-Кирюклунга. Шестое – реабилитация и модернизация участка дороги республиканского значения Л-37 город Чадырмунга. Седьмое. Реабилитация и модернизация региональной дороги Л-636 Кангышик, Нижняя Иргора, включая модернизацию дороги в оздоровительный лагерь «Олимпиец». 8. Строительство и реконструкция водопроводной сети общей протяженности 77 км в город Вулканеште. 9. Модернизация и строительство канализационных сетей в поселок Светлое, село Светлое и село Алексеевка с перспективой подключения к сетям села Новый Корсин Тараклийского района.